Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Колесо фортуны. Обернется, улыбнется или мимо пройдет. Если вам тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте свой срок. Может быть, у вас в голове есть какие-то планы, идеи, ситуации, вопросы. Вот задавайте. Вот все, что есть, все задавайте. Настраивайтесь, пожалуйста. Я думаю, что готовы. Если нет, нажмите, пожалуйста, на паузу. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть ваши идеи проводят моими руками. Так, мои хорошие, ну что? Вообще, видите, голова быка у нас выходит. Видите, вот она голова, и вот они рога. Бычья такая голова у нас вышла. Это очень серьезный знак. И это сила, энергия, пробивной характер. И, конечно же, желание человека вот прям напролом. Я сейчас такую скажу вам вещь, только вы держитесь за стульчик, да, либо присядьте. Удача, госпожа Фортуна, улыбнется только тем, кто смелый и духом, и телом, кто не побоится бороться за свое и добиваться того, что вам дорого. Если вы в какой-то момент будете пятиться назад, отступать, межеваться, к сожалению, пройдет мимо ваш счастливый случай. Но если вы уверены в себе, уверены в том, что вам это действительно надо, вы этого хотите, то господин счастливый случай будет с вами, за вами и впереди вас. Вот так нам говорит песочек. Вот видите, да, голова, и здесь вот она фортуна стоит. Мои хорошие. Все зависит 100% от вас. Есть моменты, где вам повезет. Я сейчас об этих моментах вам расскажу. И есть тут один момент, где немножечко у нас отсрочка идет. Так, ну я думаю, основной посыл вы поняли. Ничего не боимся. Уверенность в себе, в своей победе. Идем на пролом и, конечно же, становимся счастливчиком, везунчиком и победителем. Вот только так. Так, в чем вам повезет? Здесь любовь, любовная тематика. Для женщины и для мужчины идет одинаковое предсказание. И тот, и другой найдут свое счастье, найдут свою любовь. Либо в любовных вопросах, в любовных делах вас ждет действительно удача, счастливое стечение обстоятельств, ну и, конечно же, везение. Здесь вот улучшение отношений, создание пары, какие-то удачные знакомства, договоренности. Если вдруг какие-то проблемы, то это все решаемое. Причем решаемое вот именно вот благодаря тому, что высшие силы будут подтасовывать какие-то моменты, сводить, там, вас как-то сталкивать. Это классно. Вот такая помощь от высших сил. Здесь мир, гармония и любовь. Здесь точно повезет. Дальше, мои хорошие, здесь у вас зернышко. Вот все начинания ваши, вот связанные с вашими увлечениями, с вашей работой, бизнесом, какими-то делами, вот именно то, что вы начинаете, здесь тоже вам повезет. Причем, знаете, у вас еще как защита идет от какого-то дурного глаза, не знаю, там с глаза, завистников. То есть до поры до времени вот как будто бы информация скрыта о том, что вы делаете, либо что вы будете делать. То есть для ваших завистников эта информация будет недоступна. Поэтому вы спокойненько занимаетесь своими делами, знаете, что все ваши начинания, они будут сверхуспешны, и вам некого и нечего бояться. Тут у меня
Люди очень приятные вышли, очень приятные. Эти люди, вот каждый что-то вам несет. Новости, помощь, какие-то вот действия, да, от этих людей вам поступают. То есть все ваши коммуникации с людьми, там, профессионалами, либо просто друзьями, может быть, там, сотрудниками, очень даже и успешны. Вот повезет вам на людей. Не обманщики, не косорукие, да, а вот хорошие, ответственные люди. То есть вы можете на них положиться. Дальше. Здесь у меня идет, вот смотрите, росточек, у которого появляется цветочек. Для тех, кто занимается садоводством, кто работает на земле, может быть, какой-то урожай, да, вы там посеяли, ждете, ухаживаете, переживаете, получится, не получится, будет, не будет. Прекрасный результат у вас идет. Ваша работа, да, ваша энергетика, которую вы вложили вот в производство, в проращивание, в выращивание, это все дает результат замечательный. Вы будете довольны. И если прошлый год, например, у вас был, ну, скажем так, 50 на 50 или неудачный, то в этом году, даже если вы, например, засеяли меньшую площадь, либо меньше, там, например, растений посадили, урожай будет очень шикарный. То есть там в 2-3 раза больше, чем там прошлый, позапрошлый год. То есть вы еще будете удивляться, да, что я не так много там посеял, засеял, а, пожалуйста, такой шикарный результат у меня вышел. Фу-фу-фу. Дальше, мои милые. Здесь какой-то конфликт двух женщин. Может быть, мама и дочь, может быть, свекровь и невестка. Может быть, даже это там внучка, бабушка. То есть две женщины, они чем-то связаны. Они почему-то ругаются, никак не могут найти общий язык. Здесь, смотрите, у вас, да не знаю, то есть какой-то будет аргумент, наверное, да, либо какой-то разговор вот именно от вас пойдет, который, ну, поможет как будто бы вразумить эту женщину, да, кто с вами спорит. Не то чтобы вы что-то докажете, либо там оправдаетесь, либо навяжете, да, свое мнение. То есть аргументы, какие-то вот слова такие вот, они четкие, хлесткие, но при этом не обидные, да. Вот женщина послушает и скажет: боже, а как же я тебя недооценивала, да, ну вот теперь я вижу, что все под контролем, все замечательно, ты справишься, ты молодец. Либо там даже какое-то, может быть, прощение попросит, да. То есть здесь как бы конфликт будет урегулирован. Причем, кстати, вот женщина почему-то себя еще почувствует виноватой, да, что вот да по моей вине там мы спорили, ругались, и даже, возможно, вам что-то подарит, либо отдаст, или уступит вам что-нибудь. Вот. Ну, у каждого своя ситуация, но вот от этой женщины вот вам еще что-то идет, как будто бы она и вам что-то еще дает, передает. Вот она так отступает и говорит: ну, пожалуйста, вот теперь я понимаю, что ты достойна, либо ты можешь, я за тебя там не переживаю, не волнуюсь, либо я тебе доверяю, вот это теперь вот твое. Ну, для вас это прям такое важное действие. Почему? Потому что вы от этой женщины, ну, либо страдаете, да, от ее поступков, либо придирок, либо, ну, вас конфликты с этой женщиной уже просто опустошают, вы устали от этого. Вот тут все разрешится, мои хорошие. Конечно, придется постараться, но, тем не менее, разрешится. Дальше идем, мои милые. Здесь кому-то повезет вот с работой, устройство на работу, на более высокую должность. Ну, конечно, там будут, может быть, какие-то оговорочки, там дополнительное время на испытательный срок и прочее, прочее, но тем не менее будет очень-очень-очень так приятно, и вы прям почувствуете, что поймали свою звезду за хвост. Также, может быть, вы занимаетесь своими какими-то делами, работой, бизнесом, фрилансом, и тут к вам придет какой-нибудь мега-клиент, который скажет: ну вот надо, мне надо, и причем мне надо срочно, и я очень щедро плачу. Если мне все понравится, мы там заключим какой-нибудь очень выгодный для тебя контракт. И вы такие: угу. И начинаете работать, себя показываете, и выходите даже на какой-то новый уровень вот в своем бизнесе, в своей работе, в своем деле. Так,
Давайте теперь скажу, где мимо пройдет, потому что это тоже важно. Мимо пройдет в какой-то конкуренции с женщиной. Вот особенно отыграется для тех, у кого треугольник. Знаете, тут такая ситуация, она с усложнением. Вот если вы находитесь в треугольнике, и у вашей соперницы есть, например, дети, да, либо какие-то... Но это может быть как ребенок, да, уже ребенок есть, а может быть она подтасует факты, типа там я забеременела, да, вот какие-то будут махинации. Но здесь удача вам не улыбается, проходит мимо, потому что вы действуете как-то вяленько и нерешительно. Вы как будто бы, ну, как чувствуете себя, что ли, виноватой, да, либо там как-то уступаете. Хотя я понимаю, вот я головой понимаю, что, скорее всего, вы человек очень порядочный, что вы не желаете пачкать руки, да, вот всякие там махинации, подтасовки, фальсификации, вы этим не занимаетесь. И у вас какое-то убеждение, да, что все должно быть природно и естественно. А теперь скажите, а как вы вот себе представляете, если вы себя ведете вот крайне благородно, а ваша соперница не гнушается никакими вот лживыми... Ладно, не буду говорить плохие слова, да, в общем, нехорошими действиями. А здесь немножечко, да, нужно вам проработать эту ситуацию. Я не призываю вас лгать, я не призываю вас становиться, ну, такой же, как она. Я призываю вас бороться за свое счастье. Да? То есть, если вы хотите счастья, то здесь нужно быть построже. Вот есть такой язык ультиматума. Да? То есть ставить ультиматумы. Ставить под сомнение все то, что вам, например, говорят. Да? Если она там говорит, что я беременная, хорошо, неси справку. Причем эта справка должна быть с того места, там, с той клиники, поликлиники, куда я тебе укажу. Да, либо там от моего знакомого доктора, которому я доверяю, что ты там не купила эту справку. Вот. И по поводу шантажа детьми тоже может быть, да, когда женщины, ну, могут пользоваться этим и говорить, что все, там ребенка никогда не увидишь и прочее, прочее. То же самое, да, есть закон, который защищает права как и матери, так и отца. То есть здесь нужно вот как-то более строго, наверное, с этой женщиной разговаривать. Но на ближайшее время, вот то, что вы загадали, я вижу, что здесь как бы она одерживает верх, потому что наглая, потому что хитрая, потому что беспринципная. А вы немножечко тут сплоховали тем, что вы, ну, даже никогда не думала, что до такого доживу, да, а сплоховала, потому что приличный человек. Но все-таки, да, не зря нам быка показали, голову быка, то есть нужно идти напролом, бодаться за себя, за свою удачу и за свое счастье. Так, и еще один момент связан с какой-то вот желанной покупкой. Смотрите, это покупка, либо продажа, кстати, тоже может быть. Может быть, вы хотите купить там автомобиль, квартиру, земельный участок, что-то вот такое, знаете, дорогое, как капиталовложение у вас идет. Либо наоборот, вы хотели бы продать. Пока вот ситуация на рынке продаж, она для вас, ну, скажем так, неблагоприятная. Да, предложения есть, и, может быть, там покупатели есть, но они все либо неплатежеспособные, либо люди вот умышленно завышают цену. Здесь вам предлагается тот срок, который вы загадали, удвоить. То есть загадали вы неделю, значит через 2 недели. Загадали вы там месяц, значит через 2 месяца. Вот тогда будет благоприятное время. Если вы сейчас будете продавать, либо покупать, но у вас почему-то идут сожаления, да, потери, сожаления, переживания и вот желание открутить назад. Да, то есть как бы выгода, она будет утрачена. Поэтому, мои хорошие, пока лучше вот таких крупных покупок, продаж не совершать. Подождите, подождите. Но если ваш клиент придет, если вас все будет устраивать, как бы вы можете это осуществить. Но здесь речь идет о том, что выгоды не будет. А вот если вы подождете этот срок, тогда вы выгоду получаете. Ну, допустим, сейчас бы вы хотели продать за 1000, да, вот приходит человек и говорит, я даю 1000. Проходит там 2, допустим, недели, и цены выросли, взлетели, да, и та 1000, которую вы получили, она ни о чем. Это просто там, ну,
Была 1000, стало там, 1000 монет, там, либо 100 монет. Поэтому лучше подождать, чтобы выгоду свою не потерять. Мои хорошие, в любом случае, более положительных моментов у вас намного больше, тем более вот по этой голове. Хотите, сделайте принтскрин, да, сфотографируйте экран и вот именно вот эту голову бычью и вот госпожу, господина, удачу, фортуну. Вот, и это будет привлекать удачу, это будет вам помогать, и счастливый случай мимо не пройдет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.